Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: что сейчас начнет происходить в вашей жизни? Что будет с вами, что будет дальше, чему пришло время. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что ж, чаша наполненная. Прекрасный знак, знак хорошего здоровья, знак прилива сил, знак больших возможностей, прекрасных подарков, ну и, конечно же, любви. Любви такой, знаете, которая переполняет человека. И по чаше всегда проходит любовь счастливая и взаимная. Вы все разные, у каждого отыграется эта чаша по-своему, но у кого-то из вас, и это я точно знаю, эта чаша отыграется вот во всех ее проявлениях. Понимаете, и здоровье будет классное, и силы, и энергии будет полно, и подарки получите, и любовь счастливую, взаимную найдете. Ну, дай Бог. Кто мечтает об этом, напишите свое имя в комментарии. Специально для вас я проведу обряд, в котором прочту ваше имя, для того, чтобы все эти прекрасные блага привлечь в вашу жизнь. Если вы стесняетесь писать свое имя в комментариях, просто сделайте принт-скрин этой отсыпки и храните ее на своем гаджете. Так, ну давайте теперь пойдем по деталям. Да? Нас же детали интересуют. Начнем с правой стороны. Здесь у меня какая-то потасовка, какой-то махач. Люди дерутся, люди даже не просто дерутся, знаете, как такая есть игра, да, кто кого столкнет, выпихнет, вытолкает, да, вот как толкают люди друг друга за какое-то очень яркое место, какое-то козырное место, да, хорошее место. Вы в этой игре не участвуете, вы просто как наблюдатель. Вы наблюдаете за другими. Кто-то не уверен в своих силах, кто-то отличается излишней скромностью, кто-то в принципе не привык, да, силой что-то доказывать, либо силой пробивать себе дорогу. Ну, все люди разные, да, у каждого свои обстоятельства. И здесь борьба, возня, там какая-то, вы знаете, мешанина происходит. Вы так в стороночке стоите и думаете, ну что за люди, да, что за люди? Как они вот могут себе вот такие хорошие места, да, добывать таким способом? И опять же думаете, ну, а мне что делать, да, если я против агрессии, если я против насилия? То есть мне никогда такое место не занять. Да, уже на себе там крестик нарисовали, что нет, это не мое, это не для меня. Просто наблюдаю, да, просто наблюдаю. Значит, мои хорошие, вот эти люди, они друг друга просто в смятку, да, мокрого места не останется, разнесут друг друга в пух и прах. Кто бы там с кем ни сражался, ни дрался, сколько бы там человек ни участвовало, там победителей не будет. Вообще не будет. При этом они друг друга настолько изничтожат, что у них не будет сил просто вскарабкаться на это, лобное место. И тут, как говорится, сам Бог велел вам это место занять. Неожиданно, не для вас, не для этих людей, не для кого-то еще. Именно вы займете место, за которое люди вот так вот отчаянно сражаются и дерутся. Это будет такой резонанс, это будет такое потрясение. Об этом будут говорить, и вы будете об этом думать долгие-долгие месяцы, а кто-то даже годы. Может, внукам будете рассказывать об этой интересной истории. Вы наконец-таки займете
очень крутое место. Место в жизни, место на работе, место в социуме, понимаете? И это место, оно реально ваше. Вот вы его достойны более чем другие. Да, у вас нет возможности за него драться, сражаться в силу каких-то обстоятельств, но высшие силы настолько мудры. Вот не зря же они вас поставили наблюдать. Да? Наблюдать за тем, что происходит. Чтобы когда появится возможность, вы могли так быстренько пройти и место это занять. Так что я вас поздравляю с новым статусом, с новым местом и с новым социальным положением. Вы молодец. И это, кстати, произойдет, ну, буквально, вот, может быть, там, не знаю, пару недель максимум, да, эта ситуация, она уже будет в разрезе. Так, левая сторона. С левой стороны человек, инициирующий себя, как, знаете, я. Вот я и все, только для меня. Я и это абсолют. Да? Человек, который держит в руках ключ, который никому не дает. Не дает. Может быть, это ключ от вашей свободы. Может быть, это ключ от ваших возможностей, ключ от вашего будущего. Да? У каждого ведь по-своему отыграется, вы все слишком разные. Но, тем не менее, этот человек, он даже от вас отвернулся, даже не смотрит в вашу сторону. Этот ключ он прихватизировал, да, и пользуется им только лишь для себя. У кого-то даже может отыграться, что человек использует этот ключ как элемент шантажа. Ну, допустим, самый банальный пример. Вы вынуждены проживать на чужой территории. И человек вас постоянно этим донимает, да, мягкое слово скажу, плохих не буду говорить, да, что вот ты там у меня в примах, да, все от меня зависит, сейчас как вспылю, сейчас как бровь подниму, да, и останешься ты там без крова, допустим. Либо часто такое бывает, когда женщина не работает, а смотрит за детьми, и работает мужчина в семье, и он ее этими деньгами потурает, он ей все время говорит: а вот, а я там работаю, а ты, тебе только дай денег, ты все там непонятно куда тратишь. Там. Кто узнал ситуацию, тот узнал. Я не хочу просто в подробности вдаваться. У кого-то в другой ситуации, ну, неважно, не суть. Не будем сейчас сыпать соль на ваши раны. Я думаю, что вы узнали, да, этого человека, у каждого это свой человек, вы узнали. Смотрите, что будет происходить. Этот человек потеряет свой ключ. Он его, либо она его просто потеряет безвозвратно. Этот ключ от вашей свободы. У вас появится свобода. Свобода выбора, свобода действия. И, конечно же, жить так, как вам хочется. И делать то, что вам хочется. Ну, допустим, вы женщина в декрете, да, как я уже говорила. Вы без средств к существованию, полностью зависите от супруга. Да? Вы начнете зарабатывать. А он, например, нет. Да? Он перестанет зарабатывать. Да? И, пожалуйста, у вас есть собственные деньги, вы хозяйка собственной жизни. Либо, например, мужчина уезжает в какую-то дальнюю, длительную командировку и уже не может с вас требовать этих отчетов, что куда ты потратила, просто передает вам средства, и вы ими свободно распоряжаетесь. Кто-то жил действительно в примах, да, появляется возможность обзавестись собственным жильем, либо купленным жильем, либо арендованным жильем, неважно. Важно, что никто больше вас не будет потакать тем, что вы живете под его либо ее крышей. Но и опять же там другие вариации. Это просто были такие банальные примеры. Тот, кто держал вас под замком, сдерживал вас, да, кто закрыл вас, ограничил вас, теряет этот ключ, а вы, соответственно, получаете свою свободу. Просто замечательно. Так, идем дальше. Здесь у меня человек с чем-то таким большим в руках. Не могу понять, что это. Но что-то прям важное в левую сторону смотрит. Неожиданно для вас, да и вообще для всех, вы что-то будете получать, иметь, чем-то будете владеть. Вы все разные. У кого-то наследство, у кого-то какие-то действительно подарки, у кого-то деньги. У каждого отыграется по-разному. Но вы в сегодняшнем дне не ждете ничего, ни от кого и ничего. И в этом будет большой-большой сюрприз. Сюрприз для вас и сюрприз, в принципе, для тех, кто вас знает и окружает.
Вот. Оно, как знаете, само идет в руки. А вы просто берете и владеете, пользуетесь, получаете радость, получаете удовольствие. Смотрите, здесь есть одно очень серьезное условие. Все, что вы получите, все, что вам будет дано, подарено, вы должны использовать, эксплуатировать только лишь для себя. Для себя. Либо быть хозяином этой вещи, только вы должны быть хозяином этой вещи. Если вы не будете соблюдать это правило, то у вас эту вещь могут увести, забрать, там, сломать, даже украсть могут. Да? Поэтому хотите сохранить, хотите насладиться этой вещью подольше, чтобы она вам дольше прослужила, пользуйтесь только индивидуально. Вы только должны пользоваться. Так, еще здесь у вас знак куриной лапки, но он у вас в горизонте почему-то лежит. В горизонте. Вам либо кто-то скажет, либо вы сами вот прям убедитесь, почувствуете, что у вас есть экстраординарные способности. Конечно, у каждого своя способность, но тем не менее, да, вам могут об этом сказать, и вы можете сами в этом убедиться. Как вы в этом убедитесь, я не знаю. Не хочу тут даже предполагать. Пусть это будет для вас именно сюрпризом, и пусть это будет именно ваше ощущение. Не то, что я вам тут сказала, и вы потом думаете, ой, ну что-то похожее. Это должно быть именно вот врасплох, да, застает врасплох, когда вы сами себе говорите, да, что-то у меня есть, да, либо чем-то я владею. Значит, мои хорошие, вас это, конечно, не испугает, но если вы хотите этим пользоваться, да, то вам, конечно, нужно учиться и в себе это развивать. Это непростой путь. Я не буду вам тут рассказывать, что вы сейчас там все волшебниками и магами станете. Нет, это очень сложный путь. Поэтому несколько раз подумайте, готовы вы стать на этот путь, готовы ли вы это все пройти. Если вам это принципиально жизненно важно, и вы говорите, да, чувствую, что это мое призвание, тогда учитесь, развивайтесь, занимайтесь и идите не спеша. Не спешите, потому что на такой дорожке очень легко подскользнуться и упасть. И травмы бывают достаточно серьезные. И если вы говорите, что нет, я хочу для развлечений, ну типа так, поиграться с этим, тогда лучше и не начинайте, потому что это все очень серьезно, и это не то, что показывают в сериалах и фильмах, либо пишут в книгах. Это очень серьезные вещи. И здесь нужно тоже соблюдать меры предосторожности. Так, левая сторона. С левой стороны есть какая-то избушка на этих курьих ножках, да. Причем одна ножка маленькая, вторая очень большая. Но это переезд. Вы либо сами переезжаете, либо вот всей семьей переезжаете. Либо даже у кого-то отыграется, что вся семья куда-то съезжается, в какой-то дом съезжается. Смотрите, может быть загородный дом, может быть какой-то родительский дом, может быть там, так, силой обстоятельств вы были разделены. Там, жена в одном месте, муж в другом месте. Там, либо родители в одном месте, дети в другом месте. Да? Люди будут съезжаться, объединяться. Либо вместе жить в одном доме, либо жить совсем рядом, прям по соседству будут жить. То есть это очень хорошее событие, оно доброе, и оно произойдет вот вопреки тем обстоятельствам жизненным, которые сейчас в данный период времени сложились. И девушки, женщины, которым предстоит, например, съехаться с родней своего избранника, вы не нервничайте и не психуйте. У вас все будет хорошо. Вы должны войти в этот дом, войти в эту семью с улыбкой, с уважением, с хорошими манерами. Там вас никто обижать не намерен. И все будет зависеть только лишь от вашей подачи самой себя. Если вы волком на всех смотреть будете и ждать, что ой, сейчас меня тут как Золушку начнут гонять, то людям это тоже не понравится. А если вы с открытой душой, с улыбкой, приветливая, внимательная, вас полюбят. Полюбят как свою дочь. Прям роднулечкой станете, понимаете? Вот надо самые свои лучшие качества показать. Вас там будут любить.
Но опять же, все зависит от вас, от вашего настроя. Я вижу, что вы добрый человек, хороший человек. Ну вот покажите свою доброту. И вас с такой же добротой и встретят, и примут, и все будет замечательно, и помогать будут, и оберегать будут, и баловать вас будут. Поверьте, так тоже бывает. Так тоже. И в вашем случае так и будет, если вы тоже с улыбочкой, с добротой войдете в этот дом. Так, следующий момент. Ну, здесь какую-то женщину ждет дальняя дорога, опять же, связанная с этим домом, перекликается предсказание. Возможно, вы поедете к своему избраннику жить, к мужу будущему. Далеко, кстати, поедете, далеко. А кто-то из девочек еще не раз будет в дорогу собираться. Может быть, вы путешествовать много будете с этим мужчиной, а может быть, несколько раз будете переезжать в разные места. Вы сейчас об этом не думаете, либо вы очень боитесь этого путешествия, этой дороги к любимому, но не уверены, да, а как там сложится, а хороший ли он человек, а будет ли у нас все замечательно. Переживаете очень сильно. Дорога будет, и переезды будут, и путешествия, все это будет. И встреча с новыми родственниками будет, все будет. Девочки, научитесь принимать жизнь с улыбкой на лице. Поверьте, это очень классное качество, которое будет вам помогать. И будет вас во многих ситуациях выручать. Вот. Так, следующий момент. Здесь мужчина с хвостом. Да, даже не мужчина, а какой-то чертяка, если честно. Простите за выражение, но по-другому я сказать не могу. Возможно, очень много неприятностей вам доставил. Ну, либо ведет себя как черт, извините, но черт он и есть черт. Да, очень он тут вас то обхаживает, знаете, как то целует, то бьет. Вот как-то так мне идет. Я надеюсь, что это не в прямом смысле этого слова, да, просто это фигурально нам так показали. Но если это происходит в реальности, девочки, ну это же ужас. Это же ужас. Слушайте, этот человек, он паразит, абьюзер и пиявка. Он питается вашими эмоциями. Если вы от него куда-нибудь, не знаю, убежите, закроетесь, пропадете, то он долго не проживет, он долго не протянет. Человек — абсолютное ничтожество. Вы простите, но буду говорить как есть. Абсолютное ничтожество. И живет он чисто вот этим паразитством. Вы ему позволяете, девочки, на себе паразитировать. Смотрите, у вас при дороге мужчина, новый мужчина, классный мужчина, мужчина, который просто идеальный, идеально вам подходит, насколько вот возможен идеал в нашем мире, вот такой мужчина к вам идет. Но из-за этого чертяки он до вас дойти не может. Либо эта чертяка будет его отгонять. Девочки, делайте правильные выводы, принимайте правильные решения. Это вариабельность, это возможность поменять свою жизнь целиком и полностью, во всех аспектах поменять. Если вы принимаете радикальное решение, да, то жизнь меняется. Если вы оставляете все как есть, извиняйте, будете жить и дальше, да, и кормить своими эмоциями этого нехорошего человека. Почему нет нормального? Да потому что этот своей энергетикой вас полностью отравил, понимаете? Отравил. Вас нормальные мужики не видят. Вы для них невидимка. Из-за него все, из-за него, понимаете? Как только его не будет рядом с вами, все очень резко поменяется, кардинально поменяется. Да. Но он, видите, как не отходит, он бегает и всех своей дубиной отгоняет от вас. Никому не дает к вам подойти. Никому вас не отдает. Конечно, вы же средство его выживания, извините. Простите за такое выражение, но по-другому я не могу сказать, оно так выглядит. Хотите быть счастливой? Радикальное решение. Хотите оставить все как есть? Насколько вы так протянете? Насколько вас так хватит? Да? Спросите себя честно как-нибудь на досуге. Так, ладно. О грустном поговорили, давайте теперь поговорим о хорошем. Смотрите, здесь у вас рыба, рыба, которая не плавает, а летает. Эти летучие рыбы, да? У вас такая рыба. Она в самом углу и около венца. Эта рыба, она слишком высоко над вами летает. Понятно, что вы можете ее теоретически поймать, но вы так почему-то далеко, либо высоко не смотрите.
Может быть, вы больше ищете где-то там, знаете, ближе к берегу, я не знаю. Вы, смотрите, я поняла, что тут хотят сказать. Здесь хотят сказать, что вы достойны большего и лучшего, но сами себя вы оценили, ну так где-то на 2-3, да, и вы даже не пытаетесь как-то перенастроиться, либо ухватиться за более какие-то крутые возможности. Эта рыба, она не одна. Их будет несколько, да, каких-то несколько предложений, каких-то несколько вариантов, каких-то несколько возможностей. Но для того, чтобы их увидеть, рассмотреть и заполучить, нужно почаще вот так повыше голову задирать и смотреть повыше, да, туда, где там солнце, звезды, да, луна. Ваша возможность, она реально крутая, и она не одна. Поймите, что вы очень умный, способный и ценный человек, талантливый человек. Не довольствуйтесь малым. Стремитесь к лучшему, стремитесь к большему. И вам эти возможности, эти шансы, они будут даны, просто даны. Если вы чего-то не знаете, если вы чего-то не умеете, ну, допустим, пример, да, вы привыкли работать на какой-то простой работе. Да, и вы думаете, ну вот что я могу, вот куда я пойду, да, на кого я буду претендовать. Но при этом у вас какие-то нереально крутые скиллсы, ну, допустим, в коммуникации, либо в управлении, либо, может быть, вы аналитик очень крутой. Да, и вы думаете, ну что мои скиллсы, у меня же образования нет, да, у меня же опыта нет. Ну, буду дальше на простой работе работать. Вот вы сами себя обесценили. Надо всегда пробовать, надо всегда пытаться. И эти возможности, они вам будут даны. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.